початок у роздадених співниках номер 125. Устаю, притягаю, тихо стукаюся, та ніхто почує голос мой, дверь не открыть. Я войду до Его и застанусь там. И вечерать буду с ним, пьем со мною. Навернися, припадайся и поверь, у Христа Он новое життя дає. Навернися, припадайся и поверь, у Христа Он новое життя дає. Устаю, притягаю, тихо стукаюся, та ніхто почує голос мой, дверь не відчинить. Я войду до Его и застанусь там. И вечерать буду с ним, пьем со мною. Навернися, припадайся и поверь, у Христа Он новое життя дає. Навернися, припадайся и поверь, у Христа Он новое життя дає. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Третій день апошній, а так само апошня свята імша подчас часу святого, який нам Бог дарував. Хто хотів, той скористав, а хто не, можна було пойти, говорю, под душ, открыть зонтик, намылиться, а это и тут ничего было не немножко, это воды было. А так Бог дає час, как можно было обмыть, очистить своє меркование души и розум. Эту святую имшу справую за об здоровье и дарах Духа Святого для семьи Садовских и Жук. У молитве верника упоминаем за Валерия в день народжения, об его выздоровлении и мощном здоровье с просьбой милосердности и ласки Божией и опеки Матери Божией для его. Прошу ксенза Александра, как узначаю эту святую душу. Будете кликать меня, и я почую Его, вызволю Его и прославлю, накалю Его долгим життям. Это МТФоны, 91 псальма, начинаем первую неделю Великого Поста. Вчера просим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занепанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина.
Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся. Христе, змилуйся. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся. Молимся. Всемогутный Боже, раз штогодовое переживание Великого посту, дай нам глибей разуметь таємницю Христа, негодным життем имкнуться до ее исполнения. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарит у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Amen. Знание веры обранного народа. Читание книги Второзакония. Моисей промолвил до народа кажучи: «Святар возьмешь кош с рук твоих, и поставь, святар возьми кош с рук твоих, и поставить его перед охранником Пана, твоего Бога. А ты будешь отказывать и говорить перед Паном, Богом твоим. Мой батька, вандровный арамеец, пришел у Египет, часово поселился там с невеликой колькостью людей. Але там и он стался великим, могутным и шматликим народом. Египтяне древно выходились с нами и пригнетали нас, обтяжариваючи нас тяжкой працей. Мы ускликали до Пана, Бога отцов наших, и почул нас Пан. И убачил наше принижение, нашу недолю и утиск. И вывел нас Пан с Египта моцною рукою и расправленным плечом, у великим страху, всяких знаков и чудов. И он привел нас в это место и дал нам эту землю, что сочится молоком и медом. И вот теперь я принес початки плодов земли, якую ты дал мне, Пане. Тады покладешь их перед обличием Пана твоего Бога и поклонишься перед Паном Богом твоим. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Будь со мной, Пане, у моей несчастье. Будь со мною, Пане, у моїм нещасті. Поживе подоховый найвыше шага и находится у тени всемогутного. То есть скажи, Пане, ты мое пристанище и моя святыня. Боже мой, на тебе сподяюся. Будь со мною, Пане, у моїм нещасті. Несчастье не придет до тебе, и горе не наблизится до твоего шатра. Бо огнем своим загадай на ком тебе, каменные оковы тебе на всех шляхах твоих. Будь
будешь ступать по львах и змеях, и растопчешь серпиного и смока. Будь со мной, Пане, умои меня счастье. За то, что он полюбил меня, уратую его, обороню его, бы он познал мое имя. Покличе меня, скажу ему, я буду з ним в чистку, визволю його і прославлю. Будь со мной, Пане, умои меня счастье. Вызнание веры того, кто верит у Христа. Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, что кажет Писание? Близко до тебе слово на устных твоих и в сердце твоем. Это есть слово веры, якое мы проповедуем. Тому, коли ты устными своими будешь вызнавать, что Иисус есть Паном, и в сердце своем веришь, что Бог воскресил его из мертвых, будешь избавлен. Бо сердцем верят для оправдания, а устами вызнают для збавления. Писание ж каже, кожен, хто вірить у Його, не буде осоромлений. І нема розниці поміж юдеєм і еллином, бо той сам Пан для всіх, щодрий для всіх, хто Його кличе. Бо кожен, хто покличе ім'я Пана, буде збавлений. Це Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала тобі, Слово Божие. Слава тобі, Слово Божие. Не хлебом одним будет жить человек, але кожным словом, что выходит из уст нам Божих. Слава тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Аводі Луки. Хвала тобі, Пане. У той час Єсус, наповнений Духом Святим, вернувся з над Йорданом, і Дух вивів його в пустиню, де на протягу 40 днів дьявол випробовував його. І нічого не їв в ті дні, а коли вони скончилися, зголодався. И сказал ему дьявол: «Коли ты Сын Божий, скажи этому каменю, чтоб он стал хлебом». И отказал ему Иисус, написано: «Не хлебом одним будет жить человек». Тогда дьявол повел его и показал у имгнения все володарства свету. И сказал ему: «Я дам тебе всю эту владу, славу их, бо она мне передадена. И кому хочу, даю я ей. Коли ты поклонишься мне, и все будет твое». В отказ Иисус сказал ему, написано: «Пану Богу твоему будешь поклоняться, и Ему одному будешь служить». Тогда завел его в Иерусалим и поставил на версе святыни и сказал ему: «Коли ты Сын Божий, кинься эту вниз. Бо написано: анёлом своим загадая након тебе, как оховывали тебе, и на руках понесут они тебе, как ты часом не спотыкнулся об камень своей ногою». Иисус сказал ему в отказ: сказано: «Не будешь выпробовывать Пана Бога твоего». И скончивши все выпробования, дьявол отступил от его до поры. Это слово Пана. Хвала тобі, Христе. Третий день наших розважань великопостных. Наприкінці этого дня я не могу обминуть два слова коментар до сьогоднішнього Євангелія, просто звернуть увагу, хоч это не до темы. Другая спокуса, страшненькая звучить, конечно. Дьявол и каже: «Я дам тобі всю эту уладу, этих царств, этого свету,
нам не передать. Да. Дьявол кажет, да, это влада моя. Вот. Ты керує державами, это мое. Ну, это один момент страшненький. Другий момент, некоторые звертають увагу, что не випадково везде дьявол Христа в Иерусалим ставит на краю святыни. Это место, центральное место культа, поклонения Богу. И дьявол в это не перешкоджает. Кланяйтесь сколько хочете. Да. То есть той, кто сердцем належит Господу, уверил, да, вот, а святые места его не стремят. И он спокойно заходит на святыню. Что самое такие. В образ шокуючий. Ну, это так. Бонус вышел. И мы вертаемся до нашей темы розважання про сердце. 2 дні уже мы разважаем, показываю, что, конечно, коли не глядеть так попсово, поверховно, к эмоции, то сердце это место, где денежное пребывает Святый Дух. Навіть сьогодні в другому читанні двойче ми чуємо те в серце. Хто в серці повірить, той буде збавлений. Да, що серцем приймаємо слово, так каже послання до Римлянам. Серцем приймаємо слово, не мозгами. Ну, так и важно, это орган, такий духовный у нас, да, это, сказали мы, что это не эмоции, это нечто зовсім інше. Ну і тепер опошня тема, як нам докранатися до цієї речаїсності, як хоча б спробувати в це окунутися, в серце наше, познавати, що нам сприяє. Такий перший важний пункт – це тишина, одособлення, в неким сенсі самотність. Тяжко уявить, что в Гоголе можно познать свое сердце, не пребываючи у тишине. И причем тишиня, так хочу подкреслить, не штучно створенная. Часом я доволі шмат бачу, їздячи по різних зустрічах, набоженствах різних, коли проводяться адорації корішательні, святейшого сакраменту. І під час таких набоженств, де такий ось пригожий антураж, там музичка така, побожное, душевное, задушевное, светло гасится, свечки запаливаются. И, как правило, кто-нибудь скажет, вот что Бог говорит твоим сердцем. Мне подается не так сердце промовляє, потому что это, как познать, что Бог говорит у сердца, не треба створать супер атмосферу задушевную, как тебе зачепило. Ну, это эмоции будут. Это не сердце, это эмоции. Ну, поплачется некто, да. По этой причине можно будет познать, что Бог говорит у сердца. Думаю, нет. Ну, такие моменты тишины нельзя их так командным способом сделать. Памятую, один мой собрат в Святарстве некогда вернулся, он был на таким концерте христианским, музычным, прославления. Музыканты классно играли. Я так пытаюсь, ну як було? Кажу, в принципі, класно, кроме одного моменту. Кажу, ну і на тим грали, все співали. И тогда ведущий это концерту, там молитвы, прославления, он каже, ну, громкая музыка была, классная. Он каже, а зараз у тишині серця послухайте, що вам говорить Бог. Він каже, ну як там послухаєш, мені внутрі все колотиться ще від ударників, від бас-гітари, від таких громких голосов, да, і що мені зараз, 2 хвилини, як не послухаєш? Ну і 2 хвилини почекали, і знову музика полетіла. А він каже, ну не пошло. Не надо это. Або такий третій приклад, так само даю під час одних колекцій, пам'ятаю, група така приїхала, люди у середніх годах. Вот, и в принципе атмосфера была такая довольно милая, люди один одного ведали, такое еще братерское, теплое. Короче, долго негде там на кухне, в столовце сидели, гомонили, анекдоты травили, смеялись, песни пели под гитару, и куполинка, и выйду в поле с конем, и что-то нечто подобное. После полетели на дорацию, ну и помолимся, что нам Господь скажет. Так, вот, перерывы между іншим. Я разумею, ну так это не працує. Ну вот нельзя вот так вот взять и перескочить, да, вот просто вот тут вот сидеть вот так вот тусить, да, так, в доброй какой атмосферы, травить анекдоты на одному, а потом раз, что мне Господь скажет. Святий Францишек и святий Игнаций имели опыт входить в присутность Божию годинами. Вот. Ну, нельзя так просто перескочить. И тому, когда я говорю про то, что умова для того, как
хоць неяк з нашым сэрцам сустракацца гэта цішыня, але гэта цішыня не такім спосабам створаная, не такім штучным спосабам. Ты ўваходзіш у гэтую цішыню, і ты даеш ёй цішыні гэтай найлепшы час. Это не до конца набажэнства. Вот я уже трошку сёння замучаны, да, коллекция, то еще. Я пошел с вельми классного слушать, шикарно, захопление. Але мне эта тишиня, вот как встреча с Господом, она мне ничего не дала. Чему? Потому что я замучен. Это просто речь называется своими именами. Ты идешь, отпочиваешь. А вот когда ты полный сил, и ты марнуешь этот час на тишиню, в кавычках марнуешь, перед Господом просто сидишь. Да, вот, но это другая тема. Когда ты не просто замученный, ты ни про что не здольны будешь думать, а когда ты лепший на свои силы, даешь на тишину. Вот это вот совсем другая песня. Ну и, конечно, это благодать Божия, это ласка Божия. Сама ж тишиня ничего не вырашает. Да. И все-таки, ну, мы хотя бы в этой тишине хоть некие шансы маем перш за все с самим собой сустрэцца. Перш за все. Першым сустрэцца з Господом мы сустракаемся самі з собой. Некалі мяне вельмі ўразіла сведчанне аднаго монага-трапіста, такі суровы манастыр, ён француз, і ў яго журналіст, это было ў адной газеце, у яго журналіст пытаецца, як так сталася, што вы дарослы мужчына, пілот гражданской авиации, с великим стажем, то есть он летчиком был, и вы пошли в такой монастырь. И он сказал, мне это так уразило, он кажа, многие годины, которые я проводил в полете, в самолете, в этой тишине, это мертвая тишина, где я только чую гул мотора, вот в этой тишине я поверил и почул моего Бога. Мне это так уразило, я вот одразу уявил такое, да, что это не полгодины, да, это день за днем, тыдень за тыднем, это некий опыт, такие пробывания в тишине. Сам на сам с собой, со своими думками, со своими переживаниями, с Господом, у которого ты веришь. Вот это трошку іншая справа. И когда я сегодня узгадываю вот про это сведчанне этого монаха-трапіста, чамусьці мне выдаецца, что не выпадкова, что таким, як по мне, это моя оценка, великий Божий человек, Антуан де Сент-Экзюпері, был менавіта лётчиком. Чамусьці мне здаецца, что это не выпадкова. Для меня особисто, конечно, я там не летчик, да, в этом плане, да, але для меня таким местом благословленным сталася машина моя. Калі ты, ну я вымушен в своих служениях, реколлекциях, долгие годины проводить в машине, это уже целый комплект разных историй, калі нечакана Господь мне наведет. Потому что ты, як посядешь в этом пространстве, ты едешь, я не слухаю радио, а прошлым часом года уже не слухаю никакое радио, менавіта каб дазволить себе пробывать в тишине. Как просто ехать, жить, радоваться, да, вот, самим собой, перш за все самим собой. Я про сердце кажу, как перш за все хотя бы самого себе почуть в этой тишине. Как тебе не жужжало там нечто постоянно. Вот. И не один раз такое было, что в этой машине, по-моему, по мне там благословленный, да, многие речи, Господь доказывал мне, что меня любит. Господь доказывал правоты своей крови, показывал мне разные истории, показывал мне, что Он может мне дать намного больше. Помните, такой эпизод классный был. Вот, я переживал, что Бог мне нечто важное забирает. Помните, такой классный был эпизод. Так расстроился, что вот Бог мне важную вещь для меня забирает. И когда я ехал в машине, я почув, як Дух Святий говорить, а вера, что я здольный тебе дать больше. Вот. И так вот я просто ушел, вот ехал, это было мое познание веры. И когда Господи веру. Я верю, что Ты здольный дать мне больше, чем самые близкие люди вокруг меня. Но это все-таки разные истории, а это все было в машине. Там народилась книжка «Помилованная», которую по милости Божией написал. Все равно Бог вырывает тебе из этой метусни все, из этой суеты, такой активности некой. Да, Бог вырывает, и ну, для того, как ты сам с собой сустрэўся, как
каб нейкае Божае дзела нараджалася. І зрэшты, калі я кнігу нават пісаў, то таксама Господь мне вырваў. Это страшны час ковіда, ён аказаўся благословленым, ва всякім разе для мяне, тому што я скончыў эту працу. По-другому я нават не уяўляю, як это магло бы быць. Просто Господь очередной вырывае. Я вельмі люблю такія, уже хіба што раза 4 ці 5 перажыў такія рэкалекцыі. Я як святар, як законнік абавязаны раз на год такія рэкалекцыі 6 дзён перажываць. І мне мои настоятели дазволялі, каб я сам сабе іх некуды выязджаў і перажываў. Вот. І я просто шукаў нейкае месца, там, ніхто мне іх не вёў, сам сабе, браў святое пісанне, зрэдку нейкую там яшчэ кнігу, просто выязджаў, сам сабе варыў есці, 6 дзён, сам з сабой, з Господом. Вельмі класная рэч, благословленная. Вось про такую цішыню, хочу сказаць, што там Господь часто можа быць. Калі такой цішыні няма, а нам цяжка яе здабыць, такую цішыню. Таму што мы, я не ведаю, як ацэніць гісторыкі, калі ўвогуле тут яшчэ будзе што ацэньваць гэтыя часы, у которые мы жывём. Але мы жывём у такія вельмі страшныя часы, таму што антропологі гавораць, што гэтыя рытмы, у которых мы жывём, вось гэтая бегатня ўся, масавасць інфармацыі, яна нам явна не служыць. Это бачна па наших детках, што яны явно не спраўляюцца з аб'ёмамі інфармацыі, з гаджетамі, з тэлефонамі, яны явно не спраўляюцца. І мы таксама. Нас это ўсё, это масавасць, это ўсё телефоны, інтэрнеты, тэлевізоры, нас это ўсё стамляе. Святары маюць такую магчымасць хадзіць па каляде, посвячаць дамы. Мяне адна цікавая рэч здзівіла і троху пужала, як я стаў заўважаць, што ў многіх кватэрах я бачыў, што хоць нейкі да тэлевізор ёсць амаль што ў кожным пакоі. На кухні хоць нейкі відзець, хоць нейкі гарызонт, нешта павінна вісець. Чаму? Таму што мы не зносім уже цішыні. Нам страшно становится, что тебе никто не звякает на вуха, никто не говорит побыть в тишине. Люди часто не здольные снедания. Съесть вот просто 10 хвилин молчки, съесть снедание, посмаковать хотя бы. Коли не телевизор працует, планшет, там некий телефон там и так далее. И самое страшное, что нам вот у меня побожности. То есть вот черговый ролик, черговое там некое не ведаю. Чарговага некага там автора послухаць там на ютубе, мы все этим загружаемся и пераварваем там некае. Я памятаю, когда не так давно дзяўчына мне сказала, там запрашаў на нейкія рэкалекцыі, она мне кажа, слухайте, я уже вас досыць маю. Так часто на ютубе бачу, что я уже не пераварваю. В сенсе, организм уже не то, что злуецца, а много. Я говорю, молодец, твероз, довольно твероз. Мы не справляемся с этим. Вот это много всего. А еще добавить летание, ружанцы, набоженство, там поспеть, там некие реликвии привезли, там нечто там черговое открыли, черговая объявка, Это дивно, это парадокс, что так много во имя Бога, а вы не пустые, а вы не без Бога. Потому что нема этого момента самотности, сам на сам с собой и сам на сам с Господом. То все вот так вот закидать, заткнуть все дырки, все моменты тишины. Памятую за одними людьми, такими поклонниками Меджугорья, ехал в машине. Только выехали, давайте помолимся руками. Добро, помолимся. Давайте другие. А давайте третье. А еще почитаем, что Матерь Божия сказала. Люди, можете заткнуться? Вот просто в тишине. Можно вот так вот поехать? Так не отремовывается. Просто. Знаете, чему мужики любят рыбалку? Это еще не открываю. Чому мужики любят рыбалку? Потому что рыба молчит. Большие плюсы у рыбы. И она не звякает. Свои минусы есть, может там напиться часом некоторым. А рыба молчит. Это благословенный час. Нам, просто нам, по-человечески. И вот я думаю, что это такой пункт важный. Как открывать свое сердце
глядите так само с теми самыми телефонами, нашими бедными, несчастными. Правда, не молодое поколение не справляется, не старейшее, там, жартами, конечно, проще это розважать, а это уже трагикомедия. Як часто от, ну, там, бабульки телефон дадуть, ті більше там старейші нам жінки, не йде в костюл за тим телефоном, виключити не вміє, чи не хоче, чи не ведає. Так саме цікаве, що коли телефон позвонить, вона обов'язково підніметь, і ще потлумачить, що я в костюлі, я не можу говорити, я в костюлі, всі остальные будуть слухати акуратненько. І вона потлумачить, і доложить все одно, як центр операції, вернусь через 15 минут. По-другому не тримається. Съесть без телефона нельзя, в туалет сходить без телефона, уже хіба что не тримається. А раптом нехто позвонить. Надо четко доложить центру, где я нахожусь и что роблю. Это трагедия. Это трагедия наших часов. И тому нам все тяжей и тяжей. Про деток молчу, взрослых тяжей. Одно из моих таких духовных детей, такое детище, это курс Назарет. Нічого особливого, ніякої великої методики нема на этом курсе. Банально, все просто. Люди, которые приезжают, я им даю фрагмент Святого Писания, пара думок, над якими попрацевать, и самостойная праца. То есть сами грузитесь, сами копайтесь, сами молитесь, никто вам разжевывать особо и не будет, сами попрацуйте, помолитесь с этим текстом. Некому это тяжко, невыносно, до этого не готовые. Тому що весь час чекаєш, що тобі розжують і в рот покладуть. А тут самому працювати. Ну, той, хто користається цією практикою, реально для їх сталося неблагословенним. Тому що той момент, коли тобі пропонують вирватися за ці тусні, да, от неких 3 дні побыть, хоча б 3 дні, это кровь ей. Хотя бы 3 дні вот без этого все этой метусни. Это перший пункт, що нам сприяє тим, хоч трошку познавати наше серце, это задбать про тишину, ловить эти моменты. Другий пункт – это полюбить правду. Мы про это трошку уже казали, что той, хто не готовий приймати правду про себе, той так само не захочуть відкривати серце своє. Бо там в этом сердце будут часто и грехи, и скрытые намеры, и некие Божие речи. И часто люди шугаються, як часом Божих речей прийняти не можуть, а часом про эти скрытые намеры не готовы распознавать. Тому другая умова – это познавать правду. Третья умова – это мужность. Как познавать правду так само? Треба быть человеком мужным, а не что важно. Не ведаете, вы имели такие опыт, когда сустракаешь людей, я сустракал, ну, ведаю разных людей, сказал бы так, широкого сердца, такие очень, которые, ну, сопровождение там Господом помазанные. С такими людьми небезпечно. Чому? Потому что они непредказальные частенько. Потому что Дух Святый веет там, где хочет. Он не працує по инструкции нашей. И такие люди, которые хоть не там, открывают правду про Святого Духа, про себе, и они не предсказальные. Я памятаю, ну, один з смішних там неких епізодів, вертаючись з реколекції, я був з клериком, і ми верталися нашою групою такою молитовною, і дівчина одна спонтанна, така, музикант, в автобусі до Польщі було, звісно, що не наша сьогодні, і тим не менш. Навіть для поляків це ненормальна схема. Вона устала, громко спиталася у людей. Мы зараз почнем молиться, на гитаре спевать, прославление. Коли вы не супроть, скажем, мы зараз почнем. Все настолько были збентежені этим питанням, это был рейсовый автобус, звичайно. Пока некто открыл рот и сказать, что он супроть чи нет, она уже стояла на гитаре и еще спевала до конца дороги. Не, это классно, да. Але от таких людей можешь такие вот номеры зловить, да, довольно-таки частенько. Я коли таких людей, вот спонтанных, Божих таких, сустракал, но это, ты пужаешься часом. То есть непосредности, такой смелости таких людей, да, людей открытых сердцем. Я памятаю, як я починав на зону ходить, в 12-й колонии туберкулезная больница.
Я полгода не мог привыкнуть к тому, что тут есть ризика заразиться туберкулезом, что тут туберкулезная больница. Я пытался по много разов, медику пытался, як поводить себе, там, флюорография и так далее. И после я почув, як здоровые зэки ходят на хворую больницу, помогчи тем, которые там лежат. Я полгода со своим страхом справлялся неспокойно. Они просто вот ходят, заносят продукты, помогают тем, которые помирают. Да. Ну, пужая такая история. Когда таких людей сутыркаешь, ну, это ризика. И не пужают такие люди. Да. Ну, але от, тому кажу про мужність. Как познавать свое сердце, как дозволять хоть троху Духу Святому дзейнічаць, треба мець нейкі добрый запас мужности. И ну, неяк так. Некалі вычытаў у Фрейда, не ўпэўнены, ці это ягоная думка, ці ён проста некага цытуе, але больш-менш там амаль што даслоўна гучала так. Фрейд писал, толпы не способны искать истину, так как истину ищет индивидуум. Это вельми важная тема. На толпы, не здольные шукать правду, мы говорим правду, которая есть Христос. На толпы. Колхозом, коллективно Бога не познается. Да, это заўсёды индивидуальная часть истории. Это программа с Моисеем, особистые сустрэчы, это выборы твои. Вот чему эта думка важная? Потому что, когда мы открываем сердце свое, мы там открываем индивидуальность. Нема ни одного такого самого сердца. Я когда сканчивал мастацкую школу, наши выкладчики учили нас малевать портреты, а скорее на карикатуры. И было такое одно цікавое правило просто. Меня это вельми ураживало. Нам казали, когда малюете портрет, знайдите у человека, у его на тваре такие рысы, которые будут отрознивать его от всех інших людей. Вот что значит намалевать портрет? Да. Кожен из нас має більш-менш подобную голову. Два вухи, два боки, один нос, одне вусно. Волосов плюс-минус, по-разному. Вот. И теперь 7 миллиардов человек. И не повторяется твари. Ну, и ось там типа теоретичні близнеці, там некие подобные, да. А из большего не повторяется. Вот вы походите по Минску, найдите самого семьи, вот так вот ходят, что гуляют, да. Не повторяются твари. И вот так вот Господь человека створяет. И так створяет души наши, сердце наше. Это индивидуальность, это неповторность. И тому, коли нема мужности быть собой, з этой индивидуальностью, и нам хочется сховаться в натолпы, вот быть як усе, думать як усе, там, да, не быть белой вороной, мы там сердце не откроем. Бо сердце пишет, ну не про сердце пишет Фрейд, а истину толпы они не ищут, потому что индивидуум, пишет Фрейд, ищет истину. Да. И вот, а нам это складно, да, нам не хватает такой часто мужности. Часом люди, которые особливо там редко сповідаються, там не раз такое чув, як, ну, там не хочуть до сповіді вести, а там жонка загнала, чи ще там ніхто там, ну, і ти чуєш фразу, да, ну, чим я там мав страшити, які такі, ну, як усе. І ти думаєш, от, ну, що там за сповідь? Чоловік навіть відказності не може взяти до своїх, каже, як усе. Ну, знаєш, ну, все ж так от робить. Да. Тобто, ти навіть не здольно взяти відказність до самого себе. Ну, про що в Богові говорить? И так с многими речами. Глядите, эти классные эпизоды в Евангелии, когда Христос пытается у учнів своих, ким люди лічать Сина Человечого. Специально пытается. Скажите, какая думка натовпала? И они кажут, одни Яном Крестителем, другие Еремией, третьи там, пророком Ильёю. Христос пытается, а вы кем меня лічите? Что робит Христос? И Он вытягивает их с натовпу. Возьми отказность за самого себе, ты откажи, не крыйся за інших. И у всех, кто идет за Христом, они не повторные, они абсолютно разные. Это вот есть индивидуальность. И когда у нас нема мужности до нечего такого, сердца своего мы не познаем.
калі у нас няма мужнасці прымаць нашу індывідуальнасць, адкрыць яе, да, вось эту ідэю Бога, которую Он уклаў в сердце наше, про это мы разважали. Сканчиваю наши разважания таким неким образом. Я справді фанат творчості Віктора Цоя, не тільки його, а між іншим я його люблю, справді для мене вельми глибокі такі образи, мотиви. І одна з моїх любимих піснів, вона у мене на телефоні стоїть, коли раптом ви ще почуєте цю пісню, значить я не глибоко захожу. «Закрой за мной дверь». Есть такая песня у Виктора Цоя, и там звучат слова. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом. В доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Цікаво, про что спевает Цой? Он показывает две категории людей. Тех, которые живут беспечно, вот тут все проверено, да, тут все вядома. Той самый дом, годами люди живут, той самый дом, все предсказано, святло, тепло, обед и так далее. Той показывает, а есть другая версия, это дождь на улице. Шевчук про дождь, спевая в одной песне, можно с осложнением заболеть. Это риск. Ну, а тут же все. И в принципе два варианта. Альбо беспечность, где все проверено, все вядома. И часто это образ натолпу. Да. Альбо рызыки. Это Авраам, это Моисей, это Богородица. Да, это рызыки, это индивидуальность. Это тонкий лед, это хождение по водам. И Цой показывает это образы. Да. Для меня, конечно, это вельми кранально. Да, вот. Там, где мы не открываем свою индивидуальность, там открыемся среди этих натолпов, нам хочется, чтобы все было проверено. И знаете, где добро проверено? Где все стабильно. Такое классное, любимое слово в этой державе. Все стабильно. Это правда. Правда. Некоторые прошлое казал. Каже, коли хочешь ни за что не переживать, не потеть, не бояться, скажет, самое классное место это гроб. Там костюмчики, гальштук, да, все вырезано, припудрено. А все остальное, кажется, это вот такой вот дождь, да, спевает Цой. Однойче потелефонувала мне моя знайомая и каже, отец, чим займаєтеся? Які плани? А я так довго не думаю, що я просто сказав, а після мені так просто нагоди, моя ж фраза не відбилася. Я їй кажу, ну які там плани? Постараюся самого себе не обмануть. А все остальное я на себе. Я думаю, вот это вот и есть про сердце. Хотят не обмануть самого себя. Визнаємо нашу віру. Віру в одиного Бога, Отця всемогутнього, Створителя неба і землі, усякого бачного і небачного, і одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, за Отця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога справедного от Бога справедного, народженого, неспорного, одиночисного Отцу, от якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба і втіловився от Духа Святого, з Девы Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а вот и Писание, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в пламя, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу,
які зайця і сина походить, якому разом зайцом і сином належить поклонення і хвала, який промовляв пророков, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і Христ для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущому світі. Раз Єсуса Христа, який у цей час Великого посту закликає нас до навертання і покаяння, за віром вознесем до Бога Отца наші просьби. Молимся за святый костел, как все его дети объединались в супольном вмкнении до единого и соправдного Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костела, как яны были готовы очиститься от усего, кто перешкоджает им служить Богу и людям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы всего свету, как яны зразумели, что Христос является их соправдным Богом, який любить кожного человека. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які у своїм житті сустракаються з особливими спокусами, как при допомозі ласки яны засталися верні Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, охоплених розпачем, как яны прийняли підтримку Бога, який їх любить. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как мы были готовы до ахвярности, якой потребує от нас любов до Бога и ближних. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Довіряємо Богу інтенції, в яких відправляється свята Мша, просять об милості Божої, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о спокое в свете, закінчення війни на Україні. Молимся за людей обездоленных, за убогих, за бездомных, тяжкохворых, зневоленных у полоне военным, справедливо осужденных у тюрьмах, за их семьи, за их родных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. О пленах наших реколлекций, как мы познавали по милости Божией наше сердце, правду про себе, как в этих сердцах сустракались с Богом живым. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, Ты закликаешь нас на навертание, как мы могли еще полнее познать Твою великую любовь. Учини просим, как мы были послухняны Твоей воле, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 46. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу объяву, что не упокойте всемогутное. Нехай Пан Бог прийде отвягу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам
и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, учини проси, как мы належным чином складали Тебе ахвяру, якою розпочинаем подрихтовку до святкування великодной таємниці, раз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим У хору серце узносим и до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і спавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Ён праз 40-дзённы пост у пустыні сваім прыкладам асвяціў час пакаяння. Ён зрабіў дарэмнымі ўсе поступы злога духа і навучыў нас перамагаць грэшныя спакусы, каб мы з чыстым сэрцам адзначалі велікодныя святы і ўрэшце дасягнулі вечнай Пасхі. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі успяваючы. Святый, 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 Бог Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Благословленный Той дел имя Пана, благословленный Той дел имя Пана. Осанна на вышинях, осанна на вышинях, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая тайна веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа в славе. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення.
дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Pamiętaj, Panie, про костёл Твой рассеянный по всем свете. Удосконаливай любови разом с Папом нашим Франтишком, Бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзеі на ўваскрашанне, і пра ўсіх, хто у ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марыняй, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михалом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и усими святыми, якія спрачеку подавалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе. Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечная. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху, и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыща Збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечная. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, змилуйся, Маранку Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, змилуйся, Маранку Божий, який отпускаєш світу грехи, дай нам супокой, дай нам супокой. Ось Єсус Христос, баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленная, покликанная на вечеру ягоною. Аминь. Я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
номер 252. Огни своим молчанием, смирением белой власти, забери мою тему. Верной тишине, огни своим молчанием, смирением белой власти, забери мою тему. Огни меня, как ты сам за хлебом. Огни меня, как ты сам за хлебом. Поблагослови, я хлеб подари, помеши, милый, кто прагнет. Поблагослови, я хлеб подари, помеши, милый, кто прагнет. Верной тишайший, огни своим молчанием, смирением белой гости, забери мою тему. Верной тишайший, огни своим молчанием, смирением белой гости, забери мою тему. Номер 106. Любовь твоя навершей заборы все, ласковой снежом твоя, от неба ты увидишь. Любовь твоя, это океан и весна, ласковой снежом твоя, спадает на меня. Любовь твоя, навершей заборы все, ласковой снежом твоя, от неба ты увидишь. Любовь твоя, это океан и весна, ласковой снежом твоя, спадает на меня, спадает на меня. Молимся. Пожертвованные хлебом небесным, яки живить веру, повеличивая надею и усмацняя любовь, просим Тебе, Пане, как научил нас прагнуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить каждым словом, что с Твоих уст нам выходит, раз Христа Пана нашего. Объявы душпастерские кожную пятницу Великого Поста после Святой Мши о 19 године отбывается набожество крыжового шляху, кое проводят супполки нашей парафии
14 сакавіка маці ў малітве, 21 суполка абароны жыцця, 28 суполка, якая моліцца за душу чысту церпячыя, 4 красавіка дзеці, 11 моладзь, 18 мужчыны. Кожную нядзелю пасля святой імшы у 10:30 спяваем песні, жальбы, заахвочваем да чыннага удзелу ў гэтых набажэнствах, на якіх мы разважаем муку Пана нашага Езуса Хрыста. А до 10 сакавіка будзем адпраўляць навенніну перад урачыстасцю святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Наступная трэцяя нядзеля месяца, так званая інвестацыйная, ахвяры, складзеныя цалкам прызначаюцца на будову, за якія уже цяпер шчыра дзякую. Ёсць новы нумар часопіса «Ава Марія», заахвочваю, каб карыстаць сродкаў інфармацыі, таксама пазнаваць Бога і сябе. Як штогод заахвочваем да чыннага удзелу ў прыгатаванні вербачак на вербную нядзелю. Усе ахвяры прадназначаныя на будову. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса ў Найсвяцейшым сакраманце. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную і індывідуальную малітву, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы, катехатычнай залы і тым, хто дзежурыў. Дзякую ксяндзу Александру Жарнысеку за тое, што адгукнуўся на запрос і прыняў запрашэнне ў нашу парафію, каб праводзіць і абвяшчаць Божае Слова, быць духоўным правадыром на нашых дарогах змагання. Так як мы чыталі, або як напісана ў Евангеліі, тыдзень таму назад гэта прагучала, калі Пан Езус закончыў казання на раўніне, пад канец было слова дадзена: «Тое памятай, тое, што маеш у сэрцу, тое маеш і на устах». Маем надзею, што мы пазнаем сваё сэрца і гэтымі вуснамі будзем абвяшчаць сваё жыццё і прыкладам. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны і юбілеі, хто чакае, нарадзіў дзяцей, за сям'ю Садоўскіх, Жук, таксама за Валерыя з нагоды дня нараджэння, за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуаря Божай міласэрнасці, і за нас, даручаючы кожнага паасобку апецы Маці Божай Ружанцовай, тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мала не забыў, дзякую ксяндзу Александру Ашменчуку, пробашчу з Гатова, за дапамогу падчас гэтых рэкалекцый і ў сакраманце споведзі, але таксама і падчас літургіі імшы святою. Прыміце Божае благословенне. Дзякуй за супольныя рэкалекцыі, за запрашэнне. Нехай вам Господь благословляе тое, што Ён насадзіў у нас, каб яно прарастала. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Пане наш Боже, няхай на Твой народ сыдзе шчодрае благословленне, каб у пакутах павялічвалася надзея, у спакусах умацоўваліся цноты, і праз гэта ён набліжаўся да вечнага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Аминь. Няхай вас благословит всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. Номер 96. Коли ты хочешь идти за мной, выракайся самого себе, возьми свой крик, иди за мной. Коли ты хочешь житье свое, зверя ты загубишь его, коли загубишь, тебя не сбережешь. Не люби Христа,
найсвятейших сохран, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален найсвятейших сохран, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален найсвятейший сохран, правдивое тело